Ой, я бы так не смогла. Человек, что овощ делается. Дернуться можно с лежащими больными. Сдавать их надо в специальные места. И не смотри на меня так. Чего миндальничать-то? Вон, животных усыпляют, и ничего. А мы все-таки гуманные. Еще в какой-то стране стариков на гору уносят. Далеко, и там оставляют. А еще... Хотела продолжить дальше Антонина, но Любаша ее перебила словами. «Тонь, ты бы хоть постеснялась такое говорить. Мама же это наша. Какая гора? Совсем с ума сошла?» «Ну, во-первых, мама не наша, а ваша. Она мужа моего, мать. Что, согласись, существенная разница. А во-вторых, будь даже моя, я бы тоже избавилась, когда бы она такая стала. Люба, ну ладно ухаживать за малышами, они ж сладкие такие, а когда взрослый становится беспомощной. Извини меня, а вонючий такой, и надежды нет. Да я еще спросить хотела, жилье-то матери теперь куда? Ну, в смысле, раз ты ее к себе забрала, квартира стоит, пустует. Я думаю, надо ее продать, пока цены не опустились. У нас же Ваське вон учиться надо, а Петька жениться хочет». Антонина не договорила. «Любушка, Любочка, где ты, доченька?» Донеслось из комнаты. «Ты иди, Тоня, мама проснулась». Люба стала подталкивать родственницу к двери. Голова гудела. Мама себя неважно чувствовала, и она не спала уже 3 дня. Но все-таки подумалось, а вдруг слышала разговор. Нехорошо-то как. Вошла в комнату. Надо окно распахнуть. Запах тяжелый, удушливый. Но маме все холодно, мерзнет. Она ее в шаль закутывает. На звук шагов обернулась она, приподнялась на постели, волосы чуть поправила. Люба посмотрела на ее руки, натруженные, большие, как ласты, а кисть тонкая, и венки бегут узорчатые. Перебирает что-то ручками, глаза беспомощно смотрят в одну точку. Не видит маму. Вроде говорят, что на одном глазу может какой-то процент зрения вернуться, но Люба уже не верит. Подошла, привычно поменяла белье, постель, покормила. Мама свернулась клубочком и заснула. А Люба к врачу побежала спросить, посоветоваться. Голова была ватная, хотелось сбежать от проблем. Долго жаловалась, что улучшений нет, что тяжело. Врач, импозантный, с бородкой, быстро заполнял бумаги, очередь перед кабинетом. Поднял на Любу уставшие глаза. «Наверное, работы это много у вас», вдруг перестала лепетать-то. «Хватает, а докторов не хватает. Если бы, барышня, я мог бы разливать по флаконам одно средство и раздавать его всем, то очередей бы стало меньше, и больных тоже». Чуть улыбнулся он. «Какое средство? Его можно достать?» Откликнулась с надеждой Люба. «Молодость. Что же вы сразу загрустили так оно? Вот вы устали, жалуетесь, все понятно. А ваша мама жаловалась? Вы болели в детстве? Она вставала к вам ночью?» Сняв очки, произнес доктор. Любаша вздохнула. Память услужливо подсовывала веер картинок.
Вот она, 8-летняя, лежит с простудой. Мама берет ее на руки и носит. Тяжело ей, но носит. И чай приносит с лимоном, и бруснику где-то достала. Почти полночь была, когда ей морса захотелось. Мама и ушла в ночь. Вернулась с ягодами. Где взяла, неизвестно. Под утро температура спала. Любаша уснула, а мама ушла на работу. И сколько она себя помнила, всегда работала в 2-3 местах, чтобы у нее все самое лучшее было. Однажды в декабре они перед магазином стояли. Там платье было, серебристое такое, мерцающее. И мама так на него смотрела восхищенно, а потом развернулась, погладила Любашу по щеке, и пошли они дальше. Пальтишки ей покупать, ботики. Себе мама не купила ничего. Был еще торт, красивый, бело-розовый. Маленький, правда. Во времена дефицита такой торт был равносилен сказке. И Любаша его почти весь сама съела. Маме немножко крема досталось сверху. Глянула на маму виновата. Та ее к себе прижала, мол, «Ничего, дочка, прорвемся. Еще тортик тебе потом куплю». Дети вырастают и забывают, сколько сил и здоровья давали им родители. Вы же были маленькой и беспомощной. Ну, а теперь ваша мама стала такой. И что же вы ее? Что хотите сделать, а? Понимаю, устали. Но давайте на минуту задумайтесь, милая барышня. Вот вдруг не станет вашей мамой. Время у вас появится свободное. Не надо будет ночью вставать, ухаживать. Вы будете довольны и счастливы тогда. С металлическими нотками в голосе проговорил доктор. Ничего, ничего я. Просто вот, значит, что вы советовали, то и будем принимать. Вы извините, что я так. Я потом приду. Любаша вылетела из кабинета. Щеки ее пылали. Что она делает? Как это не станет мамой? Нет, так не пойдет. Она же не сможет без нее. Пусть сама давно взрослая, дочка растет. Только мама, это все. Сколько раз Любаша рыдала, уткнувшись в ее коленки. И когда что-то случалось, стиснув зубы, терпела, а в голове сверлила одна мысль. Ничего, это все скоро закончится, и я смогу пойти домой, к маме. Она утешит, пожалеет, подскажет, как лучше. Зазвонил телефон. Яшка, брат. Чего тебе? Тонька была уже. Квартиру вам? Да все забираете. Надоели уже крохоборы. Мама-то как тебя любит, все беспокоится, про Яшеньку спрашивает. А ты? Тогда валялся 3 месяца, кто за тобой ходил? Чего молчишь? Мама, она нас с тобой одна тянула. И Любаша бросила трубку. По лужам шла, а не замечала. Слезы по лицу размазывала. Вышла к магазину. Зашла. Смотрит, а там платье, похоже на то. Любаша ринулась к манекену. Оно осталось только этого размера. Вам побольше надо, не налезет, прошептала девушка-продавец. Да знаю я, снимайте, заверните. Не мне это, маме. Она у меня стройняшка. На меня вижу, что не налезет, вытерла нос Любаша. Девушка глазами только хлопала. Платье. Она такое было, нарядное. И что? Сейчас она, Любаша, придет домой и нарядит мамочку. По дороге торт купит. Такой же, как из детства, бело-розовый. Мама не увидит его. И пусть. Она расскажет.
какой торт красивый!» Через 3 ступеньки бежала, дверь открыла, слышит, дочка поет. Любаша в комнату, а Танечка сидит возле бабушки, гладит ее по голове и поет песенку. А та улыбается. «Любонька пришла, ты иди, дочка, поспи, устаешь ты, родная моя золотая, совсем я тебя измучила». Мама протянула руку, головой завертела, пытаясь понять, где стоит Любаша. Комок в горле стоял, дышать было невозможно. Всем даются испытания, только вот не все их достойно проходят. И она, Любаша, чуть не струсила. Мама подошла, уткнулась в руки матери. Вот оно, ощущение. Живы родители, мы, дети, нет их, сироты. Сколько бы лет не было, 10, 20, 30, 40, 50, 60, неважно, любому нужна мама. «Мам, я ж себе платьице купила, как то в витрине тогда, серебристое, и торт. Сейчас мы оденемся, да чай пить. Ох, и красавицей ты у меня станешь!» Любаша стала распускать мамины волосы, а та теребила платье и робко так улыбалась. Маму одели, Любаша ей волосы уложила. Танечка сбегала за духами, губки бабушки покрасила и чайник поставила. Вспоминали все, чай пили, и Любаша думала, какая же мамочка красивая, лицо безмятежное, доброе. Нет почти сейчас таких лиц. Уходят они вместе с тем поколением. Как бы плохо и больно ей не было, ни единой жалобы, ни стона. Тут стук в дверь. Открыли. Братец Яша на пороге. Цветы в руках держит и ананас. «Ананас-то зачем приволок, Яша?» — сплеснула руками Любаша. «Так это мама однажды поесть хотела его, а денег не было тогда. Вот я, хочешь, каждый день ананасы носить буду. Ты прости, Люба, и на Тоньку внимания не обращай. Вот вредная баба, ну ее. Пусть мать живет долго, не нужны мне никакие метры. Получше будет, к себе от тебя переедет. Так же будем на пироги ходить», — ответил Яша. В комнату вошел и все восхищался платьем маминым, а та смеялась, смущаясь, словно не болела. Другие дни у Любаши потекли. Она представилась сильно так, до крика, что было бы, не стань мамой. И теперь боролась за каждый ее день на земле, отчаянно, изо всех сил. Все боялась, что придет, а мамочки нет. Стала она как ребенок, она ее купала, заплетала и шептала: «Только живи, пусть в любом виде, лишь бы рядом», — говорила она всем родным. Любаша прогнала из дома ощущение безысходности и горя. Старалась чаще улыбаться, рассказывала маме смешные истории, говорила, что совсем скоро она встанет на ноги, и превращала каждый день в маленький праздник. То шаров с Танечкой надуют да развесят, то в караоке поют. Мама очень песни любит, и у самой голос прекрасный, сильный, им подпевать стала. «Любочка, что-то
желтенькая на тебе, да?» – спросила однажды мама. Любаша выронила тряпку из рук. На ней было желтое платье в мелкий цветочек. «Ты видеть немного стала, Господи, счастье-то какое! Мамочка!» кинулась к ней. Понемногу по стенке мама начала ходить. И не было больше радости для Любаши. Конечно, она ее не отпустила в квартиру-то свою. Пусть вместе, рядом, мало ли что. Будем жить 3 девочки, я, ты и Танечка. Столько же всего успеть надо. Ты ж мне стряпать хотела научить. Формы для хлеба так и лежат. А у меня всегда пироги подгорают. Готовлю отлично, а с выпечкой прям неувязка какая-то. Яша обещал прийти, целовала маму Любаша. Брат пришел. Он у них здоровый, под 2 метра, и сильный. Мама его, шутя, медвежонком звала. На руках маму во двор вынес. На скамейку посадил, сам рядом устроился. Залюбовалась Любаша, что мамочка у них такая аккуратненькая, в пальто новом, в шапочке красивой, как куколка. И впервые успокоение пришло. 1 шажок, другой. Все поправимо, достижимо. Только живи, мамочка, только бы слышать твой голос каждый день, потому что в тебе сила. Цветок не сможет без воды и солнца, скукожится, пропадет. А в матерях и вода, и солнце, и свет. И что пожелать вот тут можно? Пусть всегда бьются сердца матерей, побольше им заботы и хороших сюрпризов от детей. Букетики цветочков в ненастный день, платьица, которые пусть уже и надеть-то некуда, но любая женщина ему рада, и в любом возрасте. Флакончик духов. И самые главные слова, которые надо говорить при жизни. Я люблю тебя, мамочка, только будь всегда, мамочка. Ты самое лучшее, что есть в моей жизни.